И сегодня в нашей студии доктор биологических наук, академик Академии медико-технических наук России, академик Академии естественных наук и директор Института квантовой генетики Петр Петрович Горяев. Петр Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Петр Петрович, вы впервые в Карелии. Я знаю, вы уже провели семинар в санатории «Марциальные воды», рассказывали людям в том числе о вашем уникальном методе омоложения организма звуком. Вот расскажите, что это за метод, о чем люди узнали на семинаре? Ну, он базируется на принципах, которые я разрабатываю. Это лингвистика, волновая генетика. Это, в общем, такая ветка, а может даже ствол генетики. И один из основных, так сказать, стволов биологии. Наша идеология базируется на основном принципе, что генетический аппарат человека – это структура квантовая, лингвистическая и голографическая, если кратко так, да? Рассказывать об этом долго. Вот. И, значит, зная это и работая в этом уже направлении, 30 лет я работаю в этом направлении, мы создали технологии, которые являются по базе, вот, что я сказал, основа теоретическая – это лингвистика, волновая генетика, а технологически или технически мы базируемся на лазерных технологиях. То есть у нас нет никаких, так сказать, каких-то хитрых приборов, которые сейчас очень во множестве продаются, которые лечат все и вся, но это в основном мошенники. А это лазерные технологии, но особые, которые повторяют, имитируют и являются подобием тех квантовых процессов, которые у нас в клетках, в наших с вами хромосомах развиваются. Вот зная принципы работы хромосом вот на этом квантовом уровне, на лингвистическом уровне, на квантово-нелокальном уровне, мы создали технологии, которые позволяют считать самого человека, его собственную генетическую информацию, когда он только родился. В итоге мы получаем звук, особый звук, который содержит информацию о человеке в молодости, при рождении, когда он был здоров. Если мы имеем больного ребеночка, то это не годится. Значит, мы должны основываться на здоровых детях и снимаем информацию с них. И после этого человек, который, так сказать, предоставил информацию о своем состоянии при рождении, здоровом состоянии, мы эту информацию переводим в звук, но звук особый, который содержит так называемую торсионную или спинорную компоненту. Но это высокая физика, значит, об этом говорить не будем. Вот, и вот он просто слушает. Знаете, вот внешне все очень просто, но за этим стоит квантовая физика, лингвистика, эмбриология, генетика и так далее, и так далее. Наша ДНК – это тексты, прежде всего. Тексты и голограммы. А в этих голограммах могут быть еще и другие тексты. То есть генетическая информация лингвистична, она речеподобна. Ну, помните, вначале было слово. Вот вам первая лингвистика, которая, так сказать, нас задала в этом мире. Это слово. Как вы используете ваши программы? Используют наши пациенты. Да, пациенты. Они просто слушают. Как часто нужно слушать? Ну, это индивидуально, но, в принципе, можно слушать, например, ставишь на ночь, и тихий звук, там громкость не играет никакой роли, и просто на ночь эти программы проигрываются, и все. И у нас старушки, которым, например, там за 70 лет, они давно уже, так сказать, в менопаузе, а им возвращается цикл менструальный. Это четкий показатель, маркер молодого состояния организма. Но процесс омоложения – это не линейный процесс, поэтому идет по частям, так сказать, омоложение. Можно вот в эту систему детородную вернуть более молодое состояние, а внешне она будет выглядеть, так сказать, не очень юной. Но мы сейчас работаем, чтобы это работало в комплексе. Не по частям, а в комплексе. Но для этого нужна большая работа. И у нас есть случаи, то есть у каждого это все индивидуально. Понимаете, это надо подбирать под каждого спектры. Мы же получаем в итоге спектры с человека. Если мы точно попадаем, так сказать, вот в зеленый коридор возможностей, там очень много ограничений, долгий разговор об этом, то у людей темнеют волосы, то есть они перестают быть седыми, уходят морщины, уходят пигментные пятна, разглаживается лицо, ну и так далее. То есть все те признаки, которые свойственны более молодому возрасту. Да, иногда ты попадаешь, вот, пока это несколько вероятностный процесс, потому что, повторяю, процесс подбора
условий снятия спектров, это очень сложный процесс. Но, тем не менее, у нас вот успехи есть. Ну, не только омоложение. У нас излечиваются люди от неизлечимого, например, муковисцидоз, когда нет куска хромосомы. Эта пустота в хромосоме заполняется, так сказать, специальными, так сказать, нашими фантомными, так называемым ДНК. Но это особый разговор, что такое фантомная ДНК. У нас яркие случаи были. Я тут профессор Маслова так вылечил. Есть такой хороший ученый. Значит, макулопатия, то есть человек практически слепой. Сейчас он видит. Или женщина, у нее правый глаз слепой, сетчатки нету. Сетчатки нет, она не видит. Нулевое зрение. Мы вызываем процесс, запускаем его, и у нее идет регенерация сетчатки глаза. Она восстанавливает зрение. Ну и так далее. Таких случаев много. В том числе рак там, и так далее. Сейчас мы на СПИД тоже накинулись. Вот сейчас вирус Эбола в Африке. Страшная вещь. Может докатиться и до России. Мы знаем, как избавляться от таких патогенных вирусов. Вирусов СПИДа, Эбола, гриппа и так далее. Это же относится и к патогенным бактериям. Значит, нам надо просто иметь его генетический аппарат, то есть ДНК или РНК. Дальше мы специальным образом обрабатываем. Значит, их молекулы ДНК и РНК, получаем программу, искаженную программу для них, для вирусов, для бактерий. Дальше мы их, так сказать, можем на человека подать эту программу, и все вирусы, все бактерии погибают. Так у нас были уже случаи с инфицированными детьми. Детишки слушают просто звук. Не инфразвук и не ультразвук, чтобы не подумали, что мы используем какие-то такие нехорошие частоты. Нет, это частоты человеческой речи. Вот на этих частотах эти программы подаются на больных. А это индивидуальные программы или универсальные? Значит, есть универсальные программы, но это немножко другое. То есть мы имеем биологически активные вещества, которые давно изучены, используют там женьшень, элеутерокок, пантагрин и так далее, их десятки. Мы записываем квантовые эквиваленты этих веществ. То есть не надо их употреблять вовнутрь. Ты слушаешь и получаешь то же самое в виде информации. Вот это очень хорошо в том смысле, что нет ятрогенного эффекта. То есть, когда человек принимает вовнутрь препараты в организме печенью, так сказать, перерабатываются, утилизируются, уничтожаются. В итоге получается иногда метаболиты нехорошие, которые дают косвенные эффекты. У нас этого нет. У нас только берется активное информационное начало. И человек, так сказать, его воспринимает, это квантовый эквивалент. Например, женьшень получает такой же эффект, как от женьшеня. Или как от пантакрина, или как от элеутерокока, и так далее, и так далее. А вы отслеживаете результаты действия? Да, отслеживаем. Сейчас мы начинаем вести, так сказать, уже более планомерно, потому что раньше у нас была чисто поисковая такая работа, и мы работали на прецедентах, когда мы излечивали от неизлечимого, и говорят, видите, вот мы создали прецедент. Лечение от муковисцидоза, например. А поскольку сейчас у нас уже накапливается, у нас сейчас уже не одна сотня уже людей, которая прошла через наши технологии, вот, то значит, уже начинаем постепенно статистически обрабатывать. Но, повторяю, значит, здесь наши воздействия очень мягкие, потому что это звук. К звуку претензий нет. А как относятся, может быть, вы общались с представителями традиционной медицины? Плохо относятся, плохо, потому что мы конкуренты для них. И это вызывает негативные отношения. И с этим приходится бороться. Ну, что поделаешь. Любое новое, оно пробивает себе дорогу через сопротивление. Потому что никто не хочет переучиваться. Налаженная система отъема денег у населения, у медицины есть, так сказать. А мы говорим, это все проще, ребята. Если вы знаете основы работы генетического аппарата, квантовые основы и лингвистические основы, то все гораздо проще и легче. Но для этого, для этой легкости и простоты понадобилось 30 лет исследований. И только в последние 10 лет мы начали практиковать. До этого мы занимались преимущественно теоретическими исследованиями. Вот так вот. А есть ли у вас соответствующие патенты? Есть патенты, есть приоритеты. И вот мы недавно подали патент на ту же область, на которую получил патент Люк Монтанье. Это лауреат Нобелевской премии, который открыл ВИЧ. Он в 2008 году получил Нобелевскую премию за это, и он передал информацию с ДНК на воду. Хотя мы это давно делали до него,
Но он просто поступил, он подал на воду, чтобы это было доказательно. А мы делали сложнее. Мы передавали целый комплекс генов на расстояние и вызывали, например, регенерацию поджелудочной железы у животных. Это модельные эксперименты, когда животное больное диабетом, у которого нет поджелудочной железы, и оно погибает, крысы погибают от диабета первого типа, мы вводим им информацию, считанную с поджелудочных желез новорожденных крысят того же вида, и у них регенерирует поджелудочная железа. То есть мы передаем огромный пул генов, который вызывает вот такую регенерацию. А здесь мы, чтобы, так сказать, как бы следуя за Люком Монтанье, мы тоже передали информацию с ДНК, кусочек ДНК, значит, там 450 пар нуклеотидов, мы передали на воду эту информацию. То есть в воде ничего нет, кроме информации. Но эта вода послужила матрицей для биосинтеза реальной ДНК, с которой мы считали информацию. Вот это фантастический результат. На самом деле за ним стоит квантовая физика, и биохимия, и генетика, и так далее, и так далее. За это Люка Монтанье осудили во всем мире, накинулись на беднягу, так сказать, Нобелевского лауреата, а умные китайцы взяли его к себе и в Шанхае дали ему институт. И он спокойно работает уже 4 года. К сожалению, исследования закрытые. Из любого крупного открытия всегда пытаются делать что-то нехорошее. И вот я так сильно подозреваю, что он работает в направлении генетических войн. Мы категорически отказываемся в этом направлении работать. Но мы повторили эксперименты Люка Монтанье и получили результаты гораздо более интересные, чем он. Скоро мы накопим результаты и будем пытаться публиковать. Большие проблемы с публикациями, потому что сопротивление, как я сказал вам, очень большое со стороны официальной генетики, официальной медицины и так далее. Но, тем не менее, мы это дело пробиваем. Я уже опубликовал 3 монографии в 1994 году, в 1997 году и в 2009 году. 3 монографии, около 100 публикаций научных в журналах в различных, в том числе и в Ваковском журнале. Одна из наших целей, говорит академик Горяев, торможение старения. Чтобы перестать болеть и стареть, нам нужно разблокировать мозг. Сделать это можно с помощью специальной программы матрицы. Создаются некие квантовые структуры, матрицы, которые являются отображением свойств веществ лечебных. Ну, там препараты обычно женьшень, леудорокок и так далее, их десятки. Это, значит, более простая техника, и более сложная техника – это запись квантовой информации уже с генетического материала человека. То есть с его пуповинной крови у новорожденных детей и с плаценты. Квантовая информация записывается в звуках. Их человек прослушивает ежедневно, омолаживается и излечивается от недугов. Так у Ольги в июне обнаружили камни в желчном пузыре. Слушала звуковые программы 3 месяца. Буквально неделю назад я делала УЗИ еще раз повторно, то есть у меня их нет. Только слушала программу утро-вечер и все. Я напомню, у нас в гостях был доктор биологических наук, академик Академии медико-технических наук, академик Академии естественных наук и директор Института квантовой генетики Петр Петрович Горяев. Это